Давайте продолжим. Меня зовут Вячеслав Иванов, и я продолжаю разбирать с вами учебник истории, изданный в 1955 году на осетинском языке. Это перевод учебника «Краткий курс истории СССР» под редакцией профессора Шестакова. И книга впервые вышла в 30-х годах и оказала большое влияние на представление советских людей о своей истории. Причем это не только дети, школьники 3-4 классов, но также и взрослые люди, которые получали полное среднее образование, зачастую уже в серьезном возрасте в эти годы. Но разбирать осетинскую версию этого учебника интересно не только в смысле археологии и педагогики, но и ради того, чтобы посмотреть, какие слова и выражения подобрали переводчики для описания исторических реалий разных эпох. И в предыдущих выпусках в ВК-видео и на Ютубе вы уже можете найти фрагменты о кочевниках, о родовом строе, о скифах, о древнейших государствах Закавказья. А сегодня мы посмотрим на события древнерусской истории после смерти князя Олега, как они описаны в этом учебнике. Приступим. Значит, последняя фраза, которую мы в прошлый раз взяли, была вот эта. Киеве урышан арх кананбади той Византиедар амашихак хорный гулан подзахаттедар. Да, здесь под выражением Киеве урыш имеется в виду Киевская Русь. И в дательном падеже Киевской Руси такое управление у глагола архканен ценить, да, то есть стали ценить Киевскую Русь, стали ее уважать не только. И первая фраза сегодняшнего фрагмента – это подраздела князя Игоря, княж Игорь. Олег Куамордивад уйфаштата княживак канен райдета Рюричефорд Игорь. Когда умер Олег, когда у нас здесь Ку, да, причем у нас есть не только вопросительно-относительное Ку, но и указательное обязательное в структуре осетинской сложной фразы. Обязательно указание тогда. Когда Олег умер, тогда... Потом, да, после этого Уйфашта править начал, да, княжуаканен, это княжить, да, начал сын Рюрика Игорь. Уйраш саджидар Киеве урыше аранта дардар варахтаргонд садыште. В его время, уй это и форма именительного, и форма родительного падежа, поэтому здесь Вуй описывает слово «раштак» время, да, в его время тоже Киевская Русь, границы Киевской Руси далее расширялись. Да, Варахтаргонд Сыдышта. У нас есть в осетинском языке такая форма пассивного залога с глаголом «сауэн» – «идти», и вот это «варахтаргонд» – расширенный, и «варахтаргонд сэдыште» расширенными продолжались, да, то есть продолжалось их расширение. Игорь дар Оледжи Хожан Бира Хасидиш. И Игорь, да, подобно Олегу, много сражался. Уясидиш тар Кавказама Византима. Он ходил или пошел в набег на Кавказ и на Византию. Грек баф и штой Игоран штырамаженарх фиддон. Греки заплатили Игорю большой и дорогой выкуп или дань. Греки масы базар шарашта умагашкашен зертрата Византия кай каканзани сауга сардганджите арбалабуртетай. Это обычное явление того времени. Византия покупала ближайшие сильные государства, платила им фактически содержание или дань в обмен на их обещание охранять границы Византии от последующих волн кочевников. Да, и здесь мы видим фразу грекима. Это
совместный падеж от грек, то есть с греками. Что за договор составил? Согласно ему, им пообещал, что Византию будет охранять, как Ханзани. И от кого? От набегов. Арбалабурт – это набег, а Арбалабурт – это множественное число. От набегов кочевников. Мы уже с вами встречали, что кочевники переводятся как Саугасарт Ганаг Адам, да, кочевники как народ, и Саугасарт Ганаг один кочевник, Саугасарт Ганджита много кочевников, кочевники, и Саугасарт Ганджит родительный падеж набегов, точнее кочевников, набеги, да, Саугасарт Ганджит Арбалабуртета. Алеф ажагдарю Игоря Адама амбурткота калон жилдиш Адамел по людям, а маумагашка калон амбуртканен хундиш по людье. Каждую осень Игорь с народа, Адам, народ Адамой, с народа, с людей амбурткота собирал калон, налог. Жилдиш Адамел, да, вращался, кружил по людям, да, то есть объезжал людей. И дальше приводится русское выражение «по людям», чтобы объяснить термин «полюдье». Да, и поэтому собирание налога «калон амбуртканен» называлось «хундиш полюдье». Здесь мы видим «калон амбуртканен». Это неопределенная форма глагола, использованная в значении имени, которое называет действие. Далее. Княжа моя дружина арсид мою кауты сарджита арсатоко той шердзамта мдаз амахор. К приходу князя и его дружины. Да, здесь вот слово арсид – это приход от глагола арсауэн – приходить. А арсидма – это направительный падеж, и значит к приходу, и кого в начале у нас родительный падеж перед словом, к которым относится, в отличие от русских сочетаний, да, с родительным падежом. Жители сел Кауты Сарджита приготовляли арсаттакот, то есть здесь частица ю ранее после слова арсидма, показывает, что это проходило регулярно, а не один раз они собрали. Ширдзармта – шкуры животных, ширд – это животное, мыд – мед, мыдаз – это воск, амахор и зерно. Полюдье Адам ануди уважал калон. Полюдье было для людей тяжелым налогом. Илхат княже Игорь амбурткота калон Днепрахиш фарсарак славяйнак жнамой древлянтой. Однажды Илхат князь Игорь собирал амбурткота, собирал налог со славянского племени, живущего на правом берегу Днепра, которые назывались древляне. Да, с древлян собирал налог. Древлян-то янратой с дридерша агурта уй. Древляне дали ему, что он хотел, да, все, что он не хотел, буквально. С дридер это чтобы ни. Сдаридуша агурта, что от них хотел, все это дали ему. Игорь асадиш, Игорь ушел, фаласыром бурткота, уям фагна факаштиш. Но то, что он собрал, это ему достаточным не показалось. Да? Фагна факаштиш. То есть ему показалось, что этого мало, этого недостаточно. Уищам фаштама басы дамадкак хат бадом-та калон. Он вернулся к ним вернулся к ним обратно, фаштама, и во второй раз потребовал бадомта, домен, это требовать, бадомта, калон, потребовал налог. Вот древлян-то жахто, и тогда древляне сказали, бирах фоши зугма савыналку шагуя, вот агаш звучдар нсахдзан, амарамай. И тогда, значит, древляне сказали, если волк повадится нападать буквально приходить на стадо скота,
то все стадо, да, зуджидар, все стадо вырежет, уничтожит. Давайте его убьем, Амарамай. Удон, недарен котой княже, дружина ештай дуа была шеже хеон гарташен котой амаен я кахта баба, что и была штыц опытом, что и была штыку швахтой. Вот княж кабажгай баси. На что они сделали? Они, довольно длинное описание их жестокостей, но они разгромили дружину князя, а потом наклонили до земли Жах-Онг. Онг это после лог, со значением вплоть до. Значит, наклонили 2 дерева до земли. Арташин это склониться, арташин канен заставить склонить, то есть наклонить. Слово лично мне знакомо по термину грамматическому. Ташинзаг это склонение. Вот они, значит, склонили 2 дерева и его ноги, ин-якахта, ему его ноги привязали к верхушкам деревьев. Князя 2 ноги привязали к 2 разным деревьям. И потом, когда отпустили кушвахтой, когда деревья отпустили, то князь, здесь интересное выражение, кабаж, это фрагмент, отрывок, значит, кабажгай баси, превратился на куски, да, то есть был разорван на куски. Следующая глава. Уж княж Ольга, ама княж Святослав. Значит, княгиня. Вот так мы образуем всяких королев и княгинь. Добавляем просто слово уж, которое означает жена или женщина взрослая, да, к термину, к статусу, так скажем, да, уж княж Ольга. Княгиня Ольга и князь Святослав. Уж княж Ольга. Игорь Куамарди Вадуйфашта княж его кенанрайдыта я уж Ольга. Когда умер Игорь, то после него княжить начала его жена Ольга. Уй итта карже я маштрайшта древлянта я ладжи амардыта хай. Она очень итта карже, очень жестока. Карж – это жестокий, суровый, и каржей на отложительный падеж образуется наречие. Это обычное явление. Значит, очень жестоко отомстила древлянам, буквально взяла свою горечь с древлян. Это устойчивое выражение, в принципе, особо по-другому и не скажешь. По-осетински отомстила. Ямаш трайшта древлянтой. И по какому поводу? За смерть своего мужа. Яладже, ее мужа, Амарде, смерть, Тахай, как бы по поводу, за. Ольга и дружина Артахшти древлянты шайра горотел. Дружина Ольги осадила главный город древлян. Анаканафас целый год. Интересно, что для года в осетинском языке есть 2 слова. Есть слово аж, это обычное слово для года, а есть слово афас, которое означает год как продолжительность, да, целый год. Евшат Тима со своими войсками, Фалауди простояла она, город и Алфамблай вокруг города, а моя Байшен на Фарашта и не справилась его захватить, Байшен. Вот Рагон Таврах Кудзуры Автомай Ольга Бавдалдама Аркоды Кота Ахам Хедзинат. Тогда, согласно древней легенде, как говорит древняя легенда Кудзуры Автомай, таким образом Ольга придумала, изобрела такую хитрость, хидзинат. И как же она поступила? Уй басагурта древлянтай бентон рок калон. Она потребовала, запросила с древлян совсем простой налог. Легкий налог. Алы хазарайдар арта балоны амарта шертон цивы. С каждого
дома 3 голубя и 3 воробья. Древлянта ахам колонул шражишты. Древляне на такой налог согласились. Ольга и приказма гашка балатта намашертонцивтан шакахтал баба что пищия шартфаш кауэ гуцулата шехтойша ама мархты авахтой. По приказу Ольги голубям и воробьям к их ногам привязали пищи. Это смола, смолой смазанные куски волокнистого вещества. Фашкау переводят как отбросы производства шерсти и как паклю. Пакля вообще делается из льна, например, который уплотняют соединение труб. Да? Поэтому вообще примеров на употребление очень мало. Фактически слово только в словарях встречается. Если у вас есть бытовые примеры, как вы сталкивались, что называли словом фашкау в обычной жизни, напишите, пожалуйста, в комментариях. И что сделали с этими кусочками шерсти? Шехтойша ама мархты ауахтой. Зажгли их и птиц отпустили. Балатта ама шертон сьюта атахташте горатма. Голуби и воробьи улетели в город. Алчидарья ахштонма. Каждый в свое гнездо. Ама агаш горател випайде артшхасиди. И весь город занялся огнем внезапно. Випайде. Арт – это огонь, Шхасиди как бы схватил, да, то есть весь город захватил огонь. Ольга Евшата бабы, что шузга город, войска Ольги вторглись в горящий город. Ама еная каканджитай бираты нацахтой. И его защитников, из его города защитников многих убили, да, вырезали на сахтой. Ольга араварта древлянтал штыр колон. И Ольга наложила на древлян большой налог. Обложила, наверное, было в оригинале, да, обложить налогом, обложила древлян большим налогом. Фала уйфашта, но после этого Ольга алыжна молдар шаварта балвырт колон, ама умай барагахда ушкота колон амбырт кананан. Но после этого Ольга на каждое племя обложила конкретным налогом и этим определенный порядок. Барагахдау. Шкота, да, то есть внесла порядок в дело сбора налогов, а не так, как раньше. Пришла дружина, потребовала, забрали, потом показалось мало, вернулись, еще раз потребовали, да. То есть она стала строить государственность. Да? Вот. Ольга Води Византии падзахадан унафаканен кот каве уйтахай грекл ахур каненма мауэн бажонга иш гречи динима. Ольга была в Византии, или побывала в Византии, и как управлять государством нужно, кот каве как нужно, да, об этом у греков или по грекам научилась, да, с целью научиться у греков, как нужно управлять государством. Ольга побывала в Византии, вот такой смысл. И там познакомилась Бажонга Иш с религией греков. Гречи динима. Дин, конечно, арабизм, означает религия в осетинском языке. Славян там мауаду димуртатагдин. У славян все еще была тогда языческая вера. Удон нембарштой арзефажентата амаша таршка кутой. Они не понимали явления природы. Арз – природа, фаженда – проявление. И боялись их.
Уадшен халта ша саранбаната. Уад шен халта ша саранбаната. Сильный ветер разрушал их жилища. Арвы сафаю шахдышты агуштата балашта. А от ударов буквально неба, да, то есть от молнии загорались строения и деревья. Хуршен шахташа хумта, а солнце выжигало их поля. Адам хусалтыл наматой хуры дымгае ама арвенарен. И люди считали божествами солнце. Солнце, смотрите, в родительном падеже, он же, вероятно, винительным может называться, хотя в традиционной, в текущей грамматике обычно так не называется. Дымгае, да, ветер, и арве, арвенрен, буквально грохот неба, то есть гром. Араштойшенша хошта кадай амадурай амашенне ванта котой фоше. Строили или изготовляли им их изображения, хуже так вид и цвет, и в данном случае их изображение, да, из дерева, из древесины, кадай амадурой, и из камня, и посвящали им или жертвовали им фош. Фош — это крупный рогатый скот, да. Юаюхатаю, шевелатте амавасайракте. А иногда, в отдельных случаях, даже детей и пленников. Автомайте удон кавдыште шахада каяр куды котой усы карш хусауте жардабалханенма. Таким образом, этими способами они пытались, как бы целились, стремились, да, они пытались сами, кого придумали, этим суровым, жестоким богам угодить, да, то есть буквально купить их сердце. Этим пытались купить сердца придуманных ими же богов. Ольга Ежардама Тынксидиш. Опять, видите, сердце. Сердце. Дело в том, что слово сердце участвует во многих устойчивых выражениях, в частности, в выражении понравится угодить, купить сердце, и нравится идти в сердце. Вот Ольге в сердце сильно шло, да, то есть ей очень нравилось. Грека кшауджинта алыран автокаямы той подзахахи саузинат хусау захаюжах гауй. Да, значит, Ольге что очень нравилось, что греческие священники шауджинта алыран всякий раз, везде, автокаямы той, так, что учили Пазаха хисаудзинат, царя правления, хусау захаю, буквально из рта Господа, из рта Бога, да, то есть от Бога, установлено Богом, говоря это, да, то есть это ей нравилось, да. Точнее, это они учили, да. Так, что учили это. Вот такая здесь такой порядок. Автокаямы той уй. Автокаямы той уй я жардама так сидишь. Да? То есть это ей очень нравилось. То, что христианские священнослужители говорили, что власть царя происходит от Бога. Ольга Бамбаршта грек агдинкай утынк хожмазал княже хисалдинат швидер кененан. Ольга поняла, греческая вера, что является очень хорошим средством для укрепления швидер кененан, укрепления княжа хисалдинат, правления князя. Кардия и парчил усы славянок жнамты юпад захадышью кененан. И оторванными друг от друга, разрозненными, кто был этих славянских племен для объединения в одном государстве. Да? То есть она поняла, что эта греческая религия, как она здесь названа, является хорошим средством и для укрепления
власти князя и для того, чтобы объединить в одном государстве разрозненные славянские племена. Уитахай Ольга яхада грайшта грекагдин черштондин амазртая форцветославан самой уидара автобакана. Поэтому Ольга сама приняла греческую религию, греческую веру, христианскую веру, здесь она названа, черштондин, и говорила своему сыну Святославу, здесь мы видим групповую флексию, да, то есть окончание только у последнего слова Святослав, не как по-русски своему сыну Святославу, все три слова в дательном падеже в осетинском и в ряде других языков региона, да, в тюркских языках тоже так, окончание падежа только у последнего слова, буквально свой сын Святославу, да, самой уидара автобакана, чтобы и он так сделал бы. Фала Святослав не шраже, но Святослав не согласился. Не шраже это кому-то бросится в глаза, что здесь нет типичного окончания глагола, да, почему же это не согласился? Дело в том, что в третьем лице с глаголами, составными глаголами, в которых вспомогательным глаголом выступает глагол «быть», форма глагола «быть» может опускаться. Не «шраже иш», да, не согласился. «Ражедан» я согласен, да, «шражедан» я согласился. И вот это не «шраже иш», форма именно третьего лица единственного числа, может опускаться и часто опускается. Поэтому не «шраже» мы переводим как «не согласился Святослав зрта жахга славян танбаю кеннан аматахчин подзахат шаражан и шармаштха сангерште фарсе». Святослав говорил, говоря, при помощи вот этой частицы жахга мы цитируем прямую речь, значит, Святослав говорил, и дальше как бы его прямая речь, что славян объединить и сильное государство построить можно только благодаря фарсе, благодаря чему? Оружию. Хасан гарш. Гарш – это инструмент, хасан для сражения, такой, которым можно сражаться. То есть слово хасан гарш – мотивированное слово в осетинском. По его внутреннему устройству можно понять, что оно означает. Вообще в осетинском относительно много таких наглядно мотивированных слов. Да? То есть можно посмотреть и узнать морфемы, из которых оно состоит. Вот здесь у нас есть конструкция, смотрите, канан и шаражан иш. Так выражается вот эта возможность, такая модальность, да, возможного. Фенан иш можно увидеть, и шаражан иш можно построить, можно создать. Княж Святослав. Ольга и Фашта Киева, княж Шиш Святослав. После Ольги киевским князем стал Святослав. Уя сарды юлдер арфышта штарте. Он свою жизнь по большей части проводил в набегах или походах. Штары Вавгая ю уи хушиди жахыл арте фаршман тахбудыры ябын юбако талыштан ян варжаны та шарх. Будучи в походе, он спал на земле рядом с костром, буквально с огнем, в открытом поле, и подкладывал под себя. Лыштан – это из сена или соломы подкладку, да, то есть, в общем-то, что было в поле. Устраивал себе из травы лежанку, а в изголовье или под голову клал шарх. Шарх – это седло, поэтому вот голова называется шар-голова, когда находящийся в седле. Святослав Харинагл алгына котта хорта бахов чурдефет сахарыл фижонагой. Да, и Святослав не был привередлив к еде, да, не выбирал особо еду и ел
конину бахафет и ширдефет, да, дичь, животных, мяса. Сахарил на огнях, приготовленную как шашлык фижонаг, это обжаренное на углях мясо, то, что мы по-русски называем шашлык. Уя пандарташка кудникамай кота умакашка южнаган рага софия кошен кота ян бурштата хаямаю лаг арвишта жахма фасауэн вам, фасауэн will. Значит, он совсем не боялся никого. И поэтому у Макашка врагу заранее Рага Сауфе Кушенкота сообщал Ян Бурштетахай о своем набеге и присылал Лагарвышта, да, и присылал человека. Лагарвышта было бы прислал человека. Ну вот эта частица Ю показывает нам, что это несовершенный вид, повторяющееся действие. Присылал человека, чтобы сказать. Зачем присылал? Жагынма, чтобы сказать. Фасауэн вам. Иду к вам. И в скобках иду буквально на вас. Да? Ну, иду на вы. Знаменитое выражение, приписываемое Святославу летописями. Так что он предупреждал, что идет на них в поход. Они могли подготовиться, а ему было не страшно. Святослав башашта бирожнам ты окае доне был тыл, а баштахта болгары город-то Волгае был тыл, Черкесы, Кубаны дон был тыл, штай не даранкота хазарте подзахаде. Не знаю, или по-осетински надо хажарте читать, да? В северном осетинском. Значит, Святослав победил или разгромил многие племена по реке Оке на берегах. Буквально был это губа и берег, разграбил города болгар на берегах Волги. Потом черкесов на берегах Кубани и потом разгромил Недаранкота, полностью разгромил государство хазаров. Хазарский Каганат, да, он назывался. Владайфа штама хажары под захата пендерналиш. С тех пор государство хазаров больше не существовало совсем, а пендер вовсе. Киеве княжата фасиш фидар даром атахчиндар. Киевское княжество стало, фасиш стало крепче. Фидар крепкий, фидардар еще крепче. Дар это показатель сравнительной степени. Стало крепче и сильнее. Киеве княже кухма бахаудышты шауденджи булгарон жахата щепатдар. И в руки князя буквально попали на берегах Черного моря земли все щепатдар. Щепатдар. Ну, это преувеличение имеется в виду к северу, конечно, от Черного моря. Потому что к югу от Черного моря земли в его руки не попали. Уйфашта Святослав Хасанрайдыта Дунае был Талсарак болгар Тима. После этого Святослав стал драться с жившими на берегах Дуная болгарами. Буй у Дунай Байшта, бира города Машфанкота Киева, я столица Дунае был Маахашан. Он у них захватил многие города и решил Шфанкота, фанд это как бы желание, да, и составной глагол, фандканен, принимать решения, хотеть, решать. Шфанкота из Киева свою столицу перенести на берега Дуная. Дунае был Маахашан, точнее на берег Дуная. Интересно, что здесь встречается слово «столица», хотя обычно столицу переводят на осетинский как Шайрак город или Шайрак Шахар, и в принципе даже в этом учебнике у нас уже встречалось Шайрак город, но возможно в значении главный город, а не в значении столица. Хинайзаг Византияг император Святослава Худжан Тыхчина Махаштаргом Шахагайтаршкая Киевл Шардыта Шаудинджи Сур был Быдырты Сарак Саугаса Артканак Печенекты.
Хин – это хитрость. Хинайзак – хитрый, полный хитрости. Византийский император. Боясь, Торжская, боясь кого? Подобного Святославу сильного и воинственного соседа, такого как Святослав сильного и воинственного соседа, боясь, на Киев натравил, да, Киевл шардета, да, вот, шарделан – это наускивать, натравливать, да, вот, натравил на Киев печенегов, да, каких печенегов? Саугасадганак, которые вели кочевой образ жизни, да, кочевых печенегов. Вот, они жили на берегах Черного моря, и этих печенегов, значит, хитрый император Византии натравил на Киев. Святослав Киевай печенек ты шурнал саланма архайта водма Дуная был толсарак болгар банхашку той грек има Святославных маюма тох кананатехай. И пока Святослав от Киева гнал печенегов, или прогонял, отгонял печенегов, этим был занят, да, пока был занят саланма архайта, пока он это делал, Водма в это время Дуная был тыл на берегах Дуная Сарак, живущие болгары, договорились Банхашкотой, договорились с греками против Святослава Нахма. Нах – это плоская поверхность, в частности лоб, и Нахма в лоб, но означает против. Такой еще один мотивированный после лог в осетинском, значит, против Святослава вместе Юма Тохка Нанатахай, бороться о том, чтобы бороться. Да? Тахай – это после лог со значением на тему о, и об этом они договорились. Вместе бороться против Святослава. Тут есть какое-то такое двоемыслие, да? То есть мы говорим об общей практике Византии нанимать ближайшие племена для того, чтобы охранять свою северную границу, и, значит, то они платили русскому князю, то болгарам заплатили за это и помогали им, да, вместе с ними отгонять дальние племена, которые угрожают Византии как бы через болгар, и понятно, что у Византии и у болгар появился общий враг. Да, но, конечно, хитрый византийский император натравил печенегов одной рукой, а другой рукой договорился с болгарами. Болгарам грекима нокхашты в новой войне с болгарами и греками Святослав Шашт Арсыди был разбит, потерпел поражение, да. Шашт – это сломлен буквально, да, Ашашти сломалась, да, вот. Шашт Арсыди был сломлен, потерпел поражение. Фаштама Киевма Саугая, возвращаюсь обратно в Киев, Днепры Дон Кашарты Яражма Баба Тышты Печенекта, Амаин Евшады Непырхкотой. Когда он возвращался обратно в Киев, на Днепровских порогах, перед ним Яражма Баба, то что его подкараулили печенеги. Это устойчивое выражение. Действительно, в осетинском быте тоже были эти все ситуации, когда и охотники кого-то поджидали, и обреки кого-то поджидали. Вот так это выражается. Перед ним Яражма Баба Тыште засели. Да, вот засели печенеги. И ему его войска разгромили. Пырхканан – это вот разнести в пух и прах, да, вот разбили его войска. Хаштемидак в войне Мартфаси Святослав Яхадагдар. Да, в этом сражении Мартфаси был убит, да, погиб, и сам Святослав. Яшарек Ахсайен печенек ты княж, шкота куш амазы куфты ношта. Из его головы черепа, да, то есть, в общем-то, из черепа Святослава печенежский князь сделал
чашу и из нее пил на пиршествах, да, здесь используется осетинское слово куфт, которое происходит от глагола кувен, молиться, и в принципе может означать молитва, но в силу традиционности молитвенных пиршеств, да, или застольных молитв, так скажем. Здесь вот используется того, что в значении пиров, да, вот эти тризны, пиры у всех этих народов, видимо, имели тоже такое сакральное значение. И вот он на таких пирах пил из черепа. Ну, это расхожий сюжет, мы точно не знаем, я так понимаю, эта чаша не сохранилась, где-то просто это записано. У болгар есть подхожая легенда о хане Круме, который пил вино из чаши, сделанной из черепа Никифора. Из черепа императора Никифора он якобы пил вино. Но в самой Болгарии есть интересное обсуждение. Да, хан Крум скончался в IX веке, в 814 году. И он известен как Крум Страшный или Крум Грозный в переводе на русский. И одно из пониманий этой легенды такое, что ему греческие авторы просто приписали какой-то очевидный грех, да, чтобы изобразить его чудовищем максимально. Они написали, что вот он не только убил Никифора в бою, но и сделал из его головы чашу и пил из нее как совсем дикий варвар, да, пил из нее вино на пиршествах. Вот. И тут, видимо, более поздние древнерусские авторы тоже приписывают уже похожий сюжет, уже известный на то время сюжет, приписывают печенегам, чтобы показать, какие они совсем дикие, подкараулили Святослава, напали на него превосходящими силами, он уже был разгромленный, понятно, они потрепанные, усталые, раненые идут, и тут на них вероломно нападают печенеги из засады и всех убивают, а из черепа князя делают чашу, чтобы пить из нее спиртное. Вот, но, по-видимому, можно так думать, что это тоже легенда, причем вторичная, честно говоря. И для того времени это характерно, да, то есть новые сюжеты вписывались в существующий. Сама повесть о повесть временных лет, да, то есть основной письменный источник по истории того времени, она там, начинается с библейской эпохи, да, то есть описывает как бы всю предысторию мира, прежде чем заняться землями русских. И тоже вот такой интересный оборот, что существующий эпизод, даже не факт, что про хана Крума он первый раз появляется, да, какой-то существующий древний сюжет про чашу из черепа врага, как признак варварства, да, вот он вписан сюда, причем, конечно, Святослав здесь выступает как просвещенный лидер, а печенеги как дикари-варвары по отношению к Святославу, к более просвещенной уже державе Киевского княжества, как она себя представляла даже, наверное, не тогда, а позже, когда автор писал. Предлагаю здесь остановиться, и следующая глава называется «Киев княжта врнснок дин аманок жаконта». Киевские князья устанавливают новую религию и новые законы. Речь пойдет о крещении Руси, причем, конечно, в таком в советском понимании, что это был насильственный акт, но в то же время сам переход, само принятие новой монотеистической религии, имело прогрессивное значение на тот момент и смогло консолидировать, да, государство и повести развитие нашего народа, этих земель по таким прогрессивным европейским образцам. Вот. Спасибо за ваши комментарии. Они всегда интересны и помогают увеличить охват видео. А также спасибо
Марату и Марине за донаты. До свидания.